В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте, смотрите в программе. Почти 10 миллиардов рублей направят на поддержку сельского хозяйства Якутии в следующем году. Первый участок автозимника «Сибян» открыт в Кобяйском районе. Дети смогли блеснуть знаниями о родном крае в викторине, посвященной юбилею Нерюнгри. Премьер Михаил Мишустин предложил перераспределить бюджет в пользу развития туризма и обеспечения доступности вакцин. Вопрос премьер обсудил с членами Кабмина в части внесения поправок в проект федерального бюджета на следующие 3 года. Мишустин предложил расставить акценты на социально значимых задачах, в том числе доступности вакцин и развитии туризма. Будут выделены средства на обеспечение доступности лекарств и вакцинации, создание системы ускоренного доступа на рынок медицинских изделий и развитие эпидемиологического мониторинга. Несколько решений направлены на поддержку отраслей экономики, в том числе внутреннего и въездного туризма. Также поправки, которые мы включили в этот пакет, позволят распределить межбюджетные трансферты по регионам, чтобы субъекты Российской Федерации могли оперативно сверстать свои бюджеты, точно знали, на какие суммы поддержки из федерального бюджета они смогут рассчитывать. До 13 ноября муниципальным образованием, не получившим паспорта готовности к отопительному сезону, необходимо отработать замечания Ленского управления Ростехнадзора. Об этом сказал первый замминистра ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов. На сегодняшний день паспорта готовности получили 38 из 45 муниципальных образований Якутии. Пока не получили город Нерюнгри, Нерюнгринский, Алайховский, Анабарский, Верхнеколымский, Мегино-Кангаласский, Усть-Майский районы. Наибольшее количество замечаний наблюдается у Усть-Майского района. Почти 10 миллиардов рублей направят на поддержку сельского хозяйства в 2021 году в Якутии. Это закреплено в проекте закона о государственном бюджете Якутии на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Также в проекте закона учтены средства на внедрение новых механизмов поддержки сельхозпроизводителей, озвученные в послании главы республики Айсена Николаева. В 2021 году более 2 миллиардов рублей направят на заготовку сырого молока и более 1 миллиарда на поддержку скотоводства в личных подсобных хозяйствах. Ранее мы сообщали, что проект закона в госбюджете Якутии на 2021 год принят в первом чтении заседания Илтумен. В Якутии упрощены правила строительства мостов. В частности, установлены дополнительные случаи, при которых не требуется разрешение. Соответствующий законопроект в окончательном чтении накануне принял Илтумен. Это станет возможно при одновременном соблюдении следующих условий. Строительство или реконструкция мостовых переходов и автомобильных дорог должны быть предусмотрены в схеме территориального планирования Якутии к государственной программе в области транспортного комплекса. Таким образом, действие закона о градостроительной политике Якутии в этой части будет распространяться только на объекты республиканского значения, предусмотренные в документе территориального планирования Якутии. Первый участок автозимника «Сибян» открыт в Кобяйском районе. Это участок дороги в направлении из села Батамай в село Сигян-Кюэль. Движение разрешено для транспорта с общей массой до 20 тонн. В ноябре планируется открыть движение по автозимникам на участках Ленск-Хамра и Хампа-Мукуче, а также на ледовом автозимнике через реку Амга. 9 ноября в столице республики школьники приступают к учебе после длительных каникул. Процесс будет организован в очной форме для всех классов с соблюдением мер, рекомендованных Роспотребнадзором. 9 и 11 классы обучаются только в очном формате. С 1 по 8 классы, а также 10 будут учиться в смешанном формате, то есть с применением дистанционных образовательных технологий. С целью разобщения потока учащихся будут организованы дополнительные входы в школу, а также расписание посещения столовой для начальных классов. Преподаватели старше 65 лет будут работать удаленно. Режим работы по урокам, по образовательным учреждениям, они сохраняются в режиме не менее 40 минут. При условии организации питания, например, школа может по своей модели предусмотреть и немножко отодвигать для того, чтобы разобщать детей. На полную обработку, дезинфекции и так далее они будут предусматриваться, но в неучебное время между уроками и между сменами и по завершении обучения в школе.
Более 4700 якутян стали участниками проекта «Онкопоиск». Цифры приведены за 3 месяца с начала внедрения проекта «Онкопоиск-Саха.рф». Зарегистрировались и прошли анкетирование около 4700 человек. При этом свыше 700 прошли компьютерную томографию легких, порядка 300 УЗИ печени, более 100 маммографию. 58 человек были направлены для дальнейшего обследования в поликлинику республиканского онкодиспансера. Как сообщили в учреждении, жители республики могут пройти скрининг рака легких, печени, молочных желез, толстой и прямой кишок, предстательной железы. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте онкопоиск-саха.рф и пройти анкетирование. Праздничные мероприятия в честь юбилея города прошли в детском саду «Энергетик» в Нерюнгри. Педагоги подготовили для ребят интеллектуальную игру, где дети смогли показать свои знания о родном крае, рассказывает Ирина Кичигина. В викторинах, которые были подготовлены для воспитанников детского сада «Энергетик», принимали участие ребята старших и подготовительных групп. Подготовка к празднику началась задолго до самого события. Мероприятие подготовлено мною. Мы с детьми вместе разучивали стихотворения, мы с детьми готовили материал, подборку проводили, смотрели очень много презентаций, ходили на экскурсию в музей, проводили, то есть знакомились с нашим родным городом, с достопримечательностями, которые есть в нашем городе. То есть была предварительная подготовка проведена именно к юбилею нашего города. В самом начале капитаны команд «Голубая река» и «Зеленый дом» поприветствовали соперников и пожелали друг другу удачи. В первом туре команды отвечали на вопросы об истории Якутии и города Нерюнгри. Второй тур назывался «Мир живой природы». В нем ребята показали знания местного растительного и животного мира. В третьем туре «Путешествие по городу» появился персонаж «Наш коллега-корреспондент». Сотрудник детского сада в этой роли показала фотографии достопримечательностей города и задала по ним вопросы, с которыми ребята, конечно же, справились. В перерывах между конкурсами участники читали стихи, пели песни и танцевали. В последнем конкурсе соревновались капитаны. Пока они разгадывали зашифрованное слово, остальные участники строили город из кубиков. У меня получилось слово «Нерюнгри». У меня также. Нам было, так сложновато, но ничего, мы со всеми заданиями и так справились. Победила, как полагается, дружба. Все получили медали и подарки. В финале, по традиции якутского народа, ребята станцевали осохой. И, конечно, не обошлось без праздничного торта и задувания свечей. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Развлекательные онлайн-программы для своих односельчан готовит Амгинский дом народного творчества имени Федота Потапова. В дистанционном формате проводят конкурсы и фотоконкурсы. Также в праздничные дни планируют организовывать онлайн-концерты. Чтобы не оставлять людей без культурного и полезного досуга, специалисты Дома культуры на странице Instagram придумали и реализовали новый проект «Олох». Он проходит в прямом эфире. Гости программы – интересные талантливые люди, рассказывают про свое хобби, проводят мастер-классы, дают полезные советы. Зрители же, в свою очередь, задают им вопросы. В связи с ограничениями мы не можем принять наших зрителей. И мы хотим еще разнообразить наш онлайн-проект. Будут еще развлекательные передачи для молодежи, для среднего и старшего возраста. На нашей инстаграм-странице АМГА Клаб мы проводим различные конкурсы, фотоконкурсы. На площадке Zoom прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Культурный текст народа Саха в творчестве мастера Мандар Ус». Целью стала консолидация опыта регионов России в области креативных индустрий на примере творчества народного мастера Бориса Неустроева. Академику духовности республики, лауреату госпремии имени Платона Аюнского, народному мастеру, кузнецу Борису Неустроеву Мандар Ус в этом году исполнилось 75 лет. На онлайн-конференции обсудили вопросы, связанные с его творчеством, прочли доклады, говорили о проблемах воссоздания кузнечного дела и металлургической культуры на северо-востоке России. В мероприятии приняли участие почти 100 человек. Есть желание повысить статус конференции до всероссийской, затем и до международной конференции. Чего мы хотим достичь, это значит взять образ мастера за образец подражания молодому поколению, раскрыть пути креативной реализации своих творческих возможностей и, в конце концов, выйти с другими регионами на культурный диалог.
Накануне 5 ноября отмечался День просмотра старых фотографий. Многие называют его иначе – День воспоминаний. В нынешнее цифровое время немногие продолжают отдавать фото в печать. Уходят ли традиционные фотоальбомы в прошлое, выясняла Ксения Журавлева. В мире современных технологий этот предмет встретишь редко. Тем не менее, еще лет 15-20 назад на такой пленке отображались людские воспоминания. Процесс фотопечати в те годы был довольно кропотливой работой. Пленку необходимо было вытащить из фотоаппарата, и делать это было желательно в темном помещении для того, чтобы не засветить драгоценные кадры. Далее ее оцифровывали, и на специальной аппаратуре распечатывались вот такие фотоснимки. На этих фото Ленск, район Старой Мухтуи. Теперь эти здания остались лишь на фотографиях в старых альбомах. Да и те уже потрепались после 2 разрушительных наводнений. Светлана Бурлакова прожила здесь большую часть своей жизни. И рада не только рассказать внукам об архитектуре тех времен, но и показать ее. Вот здесь вот этой дороги, конечно, здесь не было. Грязь, слякоть, все это было. Но было лучше или хуже? Ну, я считаю, если наша молодость, то было лучше. А так, конечно, сейчас намного лучше. Все сделано. Хорошая, красивая набережная. Я считаю, лучше распечатанные вот такие эти фотографии. Это захочешь, когда и посмотришь, когда дома что-нибудь тоска возьмет тебя. Посмотрел, все. А что ваши эти электронные? В наше время многие предпочитают хранить фото в гаджетах, планшетах, телефонах, на флеш-накопителях, но у них есть свои недостатки. Со временем диски могут размагнититься, телефон сломаться, а флешка потеряться. Тем не менее, владельцы фотосалонов отмечают, печать по-прежнему пользуется спросом. Несомненно, люди продолжают печатать фотографии и для дома, и для производства, и в альбомы, и большие фотографии на стену, и фотокартины. Конечно же, не в тех объемах, что раньше, в пленочную эру, но, тем не менее, несмотря на это, на то, что уже существует давно электронное хранение фотографий, все-таки люди еще печатают. Ну, я думаю, что история моды возвращается, возможно, еще в возвращение золотого века фотографии. У профессиональных фотографов и старинные камеры по-прежнему в цене. Фото, сделанные на них, говорят, не нуждаются в обработке. Кадр сразу получается атмосферным. 5 ноября весь мир отмечает День просмотра старых фотоснимков. Это отличный повод устроить с близкими вечер воспоминаний, пролистать старые альбомы и достать архивные сундуки. Ведь фотография – своего рода машина времени, и именно она может вернуть нас в те моменты жизни, где мы переживали самые яркие ее моменты. Ксения Журавлева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом пока вся информация, но мы продолжаем следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.